В эти дни в столице Якутии проходят международные спортивные игры «Дети Азии». Более 20 стран отправили своих спортсменов для участия более чем в 20 видах спорта. И не только юные таланты, переводчики, атташе, тренеры и судьи приехали для того, чтобы принять участие в играх «Дети Азии», которые вернулись на свою родину. Мы находимся близ исторического парка «Россия. Моя история». За моей спиной в данный момент тренируется сборная Якутии по стрельбе из лука. Это символично, потому что в историческом парке открыта выставка «Дети Азии. От идеи к истории». Идея родилась за этим столом. На выставке игр «Дети Азии» показана хронология от 1996 года по нынешнее время. Тут вы увидите награды призеров и кубки, реальное спортивное снаряжение, форма участников игр и экипировка. Подробная информация о играх «Дети Азии» представлена в мультимедийном формате. Приглашаю вас прикоснуться к истории игр «Дети Азии» на нашей выставке. Мы поговорили со спортсменами сборной Якутии об их виде спорта. Да, вот именно наш выбор очень хорошо здесь. Можно все ветра попробовать, потому что территория позволяет в любом направлении стрелять. И здесь практически единственное место в черте города, где можно вот так пострелять. И больше негде. Надо будет куда-то туда выезжать, за город. А тут уже в черте города доступно очень хорошо. Я думаю, вот сейчас мы поедем в Кызыл, а там степи. И думаю, вот эта тренировка поможет. В соревнованиях бывает очень часто, что под дождь мы стреляем, под ураган, и поэтому мы должны тренироваться именно в таких условиях. Это самое идеальное место. Мы должны научиться стрелять под плохую погоду, чтобы под хорошую погоду мы ставили рекорды. С 11 лет дети уже начинают взрослеть, уже смотреть на мир иначе, думать о том, что где себя реализовать или чем-то заниматься. Да? Примеры, да? Люди, которые всю жизнь работали, потом уходят на пенсию, и такие тоже мимо вот так проходят, смотрят. И для них это переворотный момент. Да? Записываются, и через 2 года они мастерами спорта становятся, и они разгоняются, потом через 5 уже международники. Сейчас идут «Дети Азии». В нашем виде спорта тоже идут. Наши в финале попали команда женщин, девчонок и микс. В миксе тоже за золото будет бороться, за бронзу в личке один юноша, из училища Олимпийского резерва, родом из Сунтарского улуса, Попов Амир. Он будет за бронзу будет стрелять. И команда девушек тоже будет за бронзу стрелять.
В мультимедийном историческом парке сегодня работают 9 выставок, и благодаря международным спортивным играм «Дети Азии» посещаемость парка только за июнь почти превысила 20 тысяч. Это стало возможным благодаря совместной работе с дирекцией международных спортивных игр «Дети Азии», Министерством культуры Якутии и коллективу исторического парка. Особую благодарность выражаем музеям и организациям, предоставившим экспонаты для данной выставки. Я очень благодарен музею, Министерству культуры, что сегодня эта выставка состоялась и открылась. Конечно, может быть, хотелось бы еще масштабнее, еще больше, но мне кажется, очень лаконично, правильно, очень красочно, поэтому сердце радуется. И больше ничего вот такого невозможно сказать, потому что Михаил Ефимович есть его цитаты. Мы видим историю развития игр «Дети Азии», так, как он хотел, поэтому, мне кажется, прекрасно. Мы окрыленные, одухотворенные, что историческая справедливость, как основателя международных спортивных игр «Дети Азии», оно, мне кажется, здесь прекрасно и очень уместно, и она непосредственно связана с историей международных спортивных игр «Дети Азии». И я очень надеюсь, что много наших соотечественников и иностранных участников посетят эту выставку. Поэтому я только рад и очень рад. Действительно, первый президент основал игры «Дети Азии», да, оно сколыхнуло, да, не 10 человек, не 50 человек, а тысячи, сотни тысяч, так, якутян, потом россиян, потом мира. Понимаете, это именно идея, которая воплотилась в реальность, в жизнь. На выставке можно увидеть лица знаменитых спортсменов, для которых международные спортивные игры стали первой ступенью в длинной спортивной карьере, приведшей на пьедестал победителей Олимпийских игр. История организации данных спортивных игр показывает, каким образом в середине 90-х наша республика, находясь в сложных социально-экономических условиях, сумела выйти на мировую арену проведения спортивных игр. Как раз-таки эта выставка, мне кажется, может стать таким основоположником, получается, истории вот такого основного мероприятия для нашей республики, да и вообще всего азиатского региона, как «Дети Азии». То есть, как эти игры создавались, кем они создавались, конкретно фигура Михаила Ефимовича Николаева, первого президента Республики Саха-Якутия. Конечно же, если красной линией проводить идею Михаила Ефимовича Николаева о оздоровлении народа, как и одной из самых ключевых и фундаментальных основ вообще оздоровления всей нации, то, в принципе, мне кажется, эта выставка, повествуя свою историю, как эти игры начинались, может очень многих людей вдохновить. «Дети Азии. От идеи к истории» — это уникальный мультимедийный проект, которым восхищаются представители команд, участвующих в международных спортивных играх. Выставку посетили как организаторы игр, так и зарубежные спортсмены. Сегодня поток посетителей также не ослабевает. В историческом парке организовано экскурсионное обслуживание. Спортсмены из Палестины, Казахстана, Узбекистана, Пакистана побывали на выставке одними из первых. Также участникам игр дана возможность оставить автограф у нас в историческом парке, показать, что они здесь были. Я Галибов Шалджахон Завхидинович, занимаюсь видом спорта самбо. Для себя узнал, оказывается, «Дети Азии» участвуют очень много стран. Еще, оказывается, в прошлых «Дети Азии» очень были красивые медали в виде мамонта. Меня зовут Лектес Бекзат, я участвую за сборную Казахстана по волейболу. Вот мы посетили экскурсию по детям Азии. На выставке самое интересное было, это когда проходили зимние Дети Азии, не в Якутске. Потом после этого проводили 7-е игры Дети Азии, тоже не в Якутске, из-за того, что была пандемия в 2020 году. Экскурсия понравилась, очень интересно.
Исторический парк «Россия. Моя история» продолжает удивлять новыми решениями. В день национального праздника Эссех был проведен священный алгыс, который открыл удивительную мультимедийную выставку «Ар-Саха» якутского художника Светланы Иннокентьевой. Событие проходит в рамках культурной программы 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». Идея пришла в видениях, на самом деле. Меня ведут как будто. И у нас пришла, а может мы сделаем выставку? А давай, и все, мы придумали, что нужно видео. А где у нас в Якутске такое есть? И вот так вот все пошло. Есть у нас представлены сами картины, видео, исполнение картин, а также в планшетах есть текстовое объяснение, смыслы картин, а также авторская музыка композитора Моисея Кобякова в моем исполнении музыканта Киджа. Я рисовала всегда с детства, я всегда была творческой личностью, можно сказать. Я рисовала и создавала коллекцию одежды, использовала разные техники, всегда тянулась к творчеству. Но некоторые картины в видении приходят, а остальные картины я беру холст, краски, это как я называю это метод потокового рисования, когда я не знаю, что будет. Ожившие картины погрузят вас в мир связи человека со Вселенной, заставляя задуматься о своей принадлежности к этому миру. Погрузитесь в путешествие самопознания и осмысления жизни на выставке «Ар-Саха» в историческом парке «Россия. Моя история» города Якутска. Исторический парк «Россия. Моя история» ждет своих посетителей. Город Якутск, улица Уткина, 5. Только в историческом парке «Россия. Моя история» вы можете приобрести книгу «Тайны якутских фамилий». В ней вы найдете различные версии происхождения своей фамилии и увлекательные рассказы об их носителях, которые внесли значительный вклад в историю и развитие Якутии и России. Видеоматериалы с телепрограммы «Точка взаимодействия» вы можете увидеть на YouTube-канале Округ ТВ, а на своем телефоне или на компьютере набираете округ.тв, смотришь и комментируешь. Интернет-ресурс Округ ТВ.